Илес Галаев – один из немногих желающих попасть сначала в список кандидатов, а затем и депутатов Горсовета Сунджи. Ему только исполнилось 20, но политиком молодой человек решил стать еще в школьные годы. У него свой взгляд на современное общество и видение, как его сделать лучше. Если я изберусь в депутаты, у меня будет возможность помочь молодежи. Я больше заинтересован молодежной политикой. И мой интерес заключается в том, чтобы как-то заинтересовать молодежь волонтерством. Для этого мне хотелось бы как-то прорваться в депутаты, наладить контакты и как-то помочь молодежи своего города, для того, чтобы они как-то нашли себя и реализовали в своей жизни. О том, что следует уделить больше внимания вопросу поддержки молодежи, говорил и сам глава региона Махмуд Али Калиматов. Ранее обозначал цели министерствам и ведомствам вовлечь молодых активистов в политическую сферу. Новые взгляды, стимулы и мотивация молодой крови может сделать большой прорыв в ингушском обществе. С этим согласны и сами участники этой встречи. У каждого из них своя позиция и планы по их осуществлению. ناخنو قصدي غويش حاجة سي قمن دغلا زرا خلرا تخنا ناخ موضوع موتيفاتسية استان دحو قوسو وي حمن احتو ببورجي وي قهيجش خوچا بولتيرس ديوال سي داخو قمن نو قصدو دوش سي احتو بوچو نو قصدو دوش تانا تاسي غوات سام ابيشتي يشوش نحني سي могучо احتو بوچو نو قصدو داس. Заявки на участие в предварительном голосовании партии единороссов по выдвижению кандидатов в депутаты Горсовета подали более 30 человек. В основном все участники с опытом работы в молодежном совете делятся, что именно это подарило опыт и возможность участвовать в выборах. В нашей республике один из самых больших процентов молодого населения по всей стране. У нас очень много молодежи. Наша молодежь, она активная, наша молодежь, у них есть свое мнение, у них много энергии, и поэтому мы должны использовать в правильном русле эту энергию. Мы должны помогать этим людям находить возможности для того, чтобы реализовать свой потенциал. Депутатом себя хочет видеть и Тайсун Батыров. В политической сфере у него уже есть определенный опыт работы. В свои 26 трудится помощником главы администрации Сунджи, а начинал пресс-секретарем. Еще в студенческие годы активно участвовал в общественной жизни и находил в этом свое вдохновение. В предвыборной кампании готов представлять свою позицию. Активно занимаюсь преподавательской деятельностью, меня это всегда привлекало, и основной акцент я делаю на том, чтобы получить степень кандидата, но в моем случае это педагогические науки, поэтому активно вижу нашу молодежь и молодых ребят. Меня очень сильно заботит то, чем они заняты. Вот, и поэтому хочу сказать, что своей деятельности, если даст время, покажет время, даст Бог, получится, то я, безусловно, буду основной акцент делать именно в этом направлении. Я понимаю, что законодательство в этом плане несовершенно, и рассчитываю проработать определенные вопросы. Все они финалисты проекта «Политстартап», где с успехом прошли отбор и получили хороший урок, как отстаивать свою позицию перед судьями-партийцами. Но здесь сегодня ребята затрагивают те проблемы, которые касаются всего нашего общества. Это вопрос экологии, трудоустройства, досуга молодежи. И это является сегодня показателем того, что молодежь хочет не только для себя работать, но и для общества. И, как они сегодня не раз подчеркивали, для будущего, хотя в таком молодом возрасте они уже думают о том, что они сделают на своем поприще, избравшись депутатами, даже если они потерпят неудачу, они знают, что они уже хорошей, единой командой могут воплощать большие задачи на благо города и республики. На предварительных выборах из всех 34 кандидатов определят 25. Именно им 13 сентября предстоит бороться за голоса жителей Сунджи, чтобы войти в состав Горсовета в качестве депутатов. Микаил Тангиев, Адам Гулоев, Магомед Шаухалов. Новости 24.